В одном зале лучшие представители спорта в республике. Они получают заслуженные награды из рук первого вице-премьера Магомеда Евлоева. Это признание в значимости их достижений в спорте. Вы команд группу я говорил, что всегда больше заниматься спортом. Поэтому я с большой радостью готов сегодня разделить этот день с вами и также передать государственные награды Республики Ингушетия по поручению главы республики всем достойным. И я уверен, что мы воспитаем с помощью общих усилий не одно поколение спортсменов, которые будут прославлять честь и гордость нашего народа, нашей республики, не только в рамках межрегиональных и федеральных соревнований, но и на мировом уровне. Тренеры и наставники – яркие примеры для молодого поколения. Они вдохновляют своих воспитанников на достижение высоких результатов. Их труд и усилия тоже заслуживают похвалы. Абдулкадыр Хамхоев вместе с коллегами отныне заслуженные деятели физической культуры Ингушетии. Приятно, конечно, что наш нелегкий труд сегодня заметили. После 13 лет нашей, как говорится, кропотливой работы, что и труд заметен, и то, что взращиваем молодое поколение, все это трудимся во благо республики, как говорится. Каждый из них в спорте как минимум 15 лет. На счету у наставников несколько десятков и даже сотни золотых медалей всероссийских и международных соревнований. Ислам Чахкиев – старший тренер сборной младших юношей. За свою карьеру воспитал немало чемпионов России и Европы. Золотыми наградами подопечные порадовали и в этом году. За последний год у меня выездов примерно было где-то около 15 выездов на разные соревнования, на различные, да? На СКФО, на первенство республики, на всероссийские вот эти межрегиональные турниры. Ну, если примерно сосчитать, если за этот год, ну, около 20 медалей первых, где-то 10 вторых, где-то 5 третьих, вот так примерно. Заслуженные госнаграды вручают по поручению главы региона за значительный вклад в развитие спорта в республике. До 16 человек были представлены к высоким наградам, это государственные награды. Заслуженный работник в сфере физической культуры и спорта. Хочу поблагодарить руководство республики за такое внимание, за нашими специалистами, за нашими тренерами, которые действительно своим трудом сегодня работают во благо республики, прославляют ее своими подопечными и показывают самые высокие результаты. Поэтому они достойны, они лучшие сегодня. Церемонию награждения приурочили ко Дню физкультурника, который отмечают ежегодно во вторую субботу августа. Его празднуют не только тренеры и спортсмены, но и просто любители здорового образа жизни. Праздник призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Султан Магушков, Новости 24.